және біз қазақ тілі курсының 15-ші сабағын бастаймыз. Здравствуйте, меня зовут Жансая, и мы начинаем 15-й урок нашего курса казахского языка. Олай болса, бастайық. Давно прошедшее очевидное время от глагола в неопределенной форме отбрасывается суффикс «о», затем добавляются суффиксы «тт», если основа глагола оканчивается на глухую согласную, а в остальных случаях добавляем суффикс «д» либо «д». После суффиксов прошедшего времени добавляем личные окончания. Например, я писал слово «мен», «жаз», «дым», «мен», я писал. Мы танцевали, біз биледік. Мен мектепті бітірдім. Я закончил школу. Біз Алматыда тудық. Мы родились в Алматы. Сен диванда отырдың. Ты на диване сидел. Имейте в виду, что глаголом қою, сою, жаю, шаю, қараю, жою, сию, көбею және кию и так далее присоединяется дополнительное и краткое. А глаголом оқу, есту, ренжу, даму, қобалжу, тану, еру, абыржу, аржу, сүңгу добавляется либо в зависимости от твердости или мягкости слова. Құйды, он налил, қобалжыды, он волновался. Ренжідіңіз, вы обижались. Мына кітапты қанша күн оқыдыңыз? Вы эту книгу сколько дней читали? Также, если основа глагола в неопределенной форме оканчивается на согласные г, г, б, например, тыгу, шить, сугу, бить, табу, например, слово искать. При отбрасывании суффикса о звонкие согласные, такие как г, г, б, переходят в глухие, например, на к, к, п, и к ним добавляется суффикс т, т, например, сен тыктың. Ты шел, тыгу, слово было. Мен соқтым, соғу было слово, стало соқтым, я бил. Ол тапты, он нашел, табу, найти, нашел, тапты. Сендер есікті жаптыңдар, вы двери закрыли. Кеше мен шаңғы тептім. Вчера я на лыжах катался. Тебу было кататься, а стало тептім. Теперь рассмотрим отрицание. Отрицательная форма глагола образуется при помощи отрицательных суффиксов бабе, папе и маме, которые присоединяются к основе глагола, затем следуют суффиксы прошедшего времени, это д и д, плюс личные окончания. Например, мен жазбадым, я не писал, біз билемедік, мы не танцевали. Сіздер сөйлемедіңіздер, вы не разговаривали. Также еще один вариант, что можно сказать ол музыканы тыңдамады, он музыку не слушал. Как в разговорной речи, так и на письме в первом лице встречается сокращение суффикса и окончания. Например, мен болғанмын, болған, я был, сұрағанмын, сұрағам, билегенмін, билегем, сөйлескенмін, сөйлескем и так далее. Не забывайте, что глаголом қою, сою, құю, жаю, шаю, қараю, сию, көбею, кию присоединяется дополнительное и краткое. Жайған, расстилал, қойған, ставил. А глаголом не оқу, есту, ренжу, даму, қобалжу, тану, еру, абыржу, аржу, сүңгу присоединяется дополнительное или в зависимости от твердости или мягкости слова. Например, оқыған, читал, таныған, узнавал, естіген, слушал. Теперь рассмотрим отрицание. Отрицательная форма давно прошедшего времени, очевидного давно прошедшего времени, образуется двумя способами. Первое, причем второй наиболее употребительный, но сначала рассмотрим первый. При помощи отрицательных суффиксов, первое, бабе, папе, маме, которые присоединяются к основе глагола. Затем следуют суффиксы данного времени и личные окончания. Например, возьмем слово «мы в ауыл письмо не отправили». Біз ауылға хат жібермегенбіз. Сен далада тұрмағансың. Ты на улице не стоял. Сіз тамаша ән айтпағансыз. Вы прекрасную песню не спели. Он в прошлом году не переехал. Ол былтыр көшпеген.
Второе – это при помощи отрицания «жок» и «емес». При этом суффиксы добавляются к глаголу, а личные окончания к отрицанию «жок» либо «емес». Так как «жок» и «емес» оканчиваются на глухую согласную, то личные окончания в первом лице единственного числа добавляются пунктом, а множественного числа «пс» и «пес». Например, «без ауылға хат жіберген емеспіз». Мы в аул письмо не отправили. Теперь «мен дүкенге барған емеспін». Я не ходил в магазин. Теперь рассмотрим давно прошедшее неочевидное время, обозначая действие, завершившееся в прошлом или до начала другого действия в прошлом. Причем говорящий не был очевидцем этого действия или в его достоверности не уверен. Образуется с помощью суффиксов «п». Затем следует личное окончание, так как суффиксы оканчиваются на глухую согласную «п», то и личные окончания в первом лице будут глухие, то есть в первом лице единственного числа «п» добавляется, а множественного числа «пс». Обратите внимание, что в третьем лице окончание «т». При переводе на русский язык логично добавляется слово. Оказывается, например, ол өзінің досымен кездесті. Он со своим другом встречался, оказывается. Сен жазда Алматыда болыпсың. Ты, оказывается, летом в Алматы был. Сіздер емтиханға көп дайындалыпсыздар. Вы к экзамену много готовились, оказывается. Отрицательная форма образуется при помощи отрицательных суффиксов «папе», «папе» и «маме», которые присоединяются к основе глагола, затем следует суффикс «по» и личное окончание. Ол өзінің досымен кездеспепті. Он со своим другом не встречался, оказывается. Сен жазда Алматыда болмапсың. Ты, оказывается, летом в Алматы не был. Біз мына үйде тұрмаппыз. Мы в этом доме, оказывается, не жили. Надеюсь, все понятно, и теперь мы перейдем к ситуативному казахскому языку. Хотите звучать как носитель? Произнесите звук «г» вместо «к» в следующих конструкциях. Конструкция номер 1. Я хочу что-то сделать. Например, хочу поехать в Америку. Америкаға барғым келеді. Мы так пишем, да, барғым келеді. А произносим правильно. «К» озвучается на «г». Барғым келед. Также окончание «д» оглушается на «т». Барғым келед. Конструкция номер 2. Я должен что-то сделать. Например, я должен идти. Менің баруым керек. Баруым керек. Мы так пишем, а произносим через «г». Баруым керек. Следующая конструкция «я люблю что-то делать». Например, люблю читать. Кітап оқығанды жақсы көремін. Көрем. Жақсы көремін. Мы так пишем, но произносим жақсы көрем через «г». Также окончание сокращаем на «м». Жақсы көрем. Теперь рассмотрим правописание. Заимственные слова с русского языка, которые оканчиваются «нг», «мб», «pt». Перед тем, как добавить окончание, сначала добавляем букву «э» либо «э». Например, митинга, мониторинглеу, ромбыға рецепта. Если все понятно, закрепим сегодняшний урок упражнением. Переведите на казахский язык данные предложения. Ты со своей мамой встречался, оказывается. Сен өзіңнің анаңмен кездесіпсің. Ты со своей мамой не встречался, оказывается. Сен өзіңнің анаңмен кездеспепсің. Я, оказывается, зимой в Боровом была. Мен қыста Бурабайда болыппын. Вы к концерту много готовились. Сіздер концертке көп дайындалыпсыздар. Вы к концерту, оказывается, много не готовились. Сіздер концертке көп дайындалмапсыздар. На этом наш урок подошел к концу. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.